Но сейчас предлагаем обзор экономических, мировых, спортивных и других новостей. И для начала озвучим актуальный курс валют. Итак, по информации Центробанка России, 1 доллар стоит сегодня 74 рубля и 6 копеек. Евро остановился на отметке 83 рубля и 81 копейка. Покупает сегодня американскую и европейскую валюту по лучшей цене Совкомбанк. Доллар покупает за 73 рубля и 55 копеек, евро за 83 рубля и 25 копеек. Самый выгодный курс продажи доллара и евро сегодня у Азиатско-Тихоокеанского банка. Доллар США продает АТБ за 73 рубля и 92 копейки, евро за 83 рубля и 52 копейки. Министерство транспорта России решило отказаться от необходимости проверять QR-коды при продаже билетов. После введения обязательной проверки сертификатов их станут просить только перед регистрацией на рейс. Отмечается, что при отсутствии у пассажира после покупки авиабилета сертификата о вакцинации, зарегистрированного на портале госуслуг, авиакомпания пришлет уведомление о необходимости получения такого сертификата. Перевозчик сможет зарегистрировать пассажира на рейс только при наличии QR-кода. Авиакомпания вправе расторгнуть договор с пассажиром и в течение 30 дней должна будет вернуть полную стоимость билета, если сертификат к этому моменту так и не появится на госуслугах, объясняют источники авиакомпании. Ну а в Якутск доставили емкость с кислородом для республиканских больниц общим весом 24 тонны. Груз доставлен теплоходом в сопровождении ледокола. Данный рейс стал одним из последних перед закрытием навигации. Тему продолжит Власий Сергеев. Два больших груза с емкостями с кислородом в Тяхтюре встретил теплоход «Механик Курчатов», который прибыл к причалу вне графика специально для перевозки важного груза. Александр Шашин привез из Хабаровска две емкости общим весом 16 тонн. На дорогу ушло 3 суток. Водитель отмечает, что в таких рейсах важно постоянно следить за грузом. Опыт перевозки, да, тут нужен, потому что кислород, он боится масла. Нужно постоянно смотреть за давлением на бочках, потому что воздух, он все-таки все равно, радиатор есть, испаряется, превращается в сухой воздух и давление создает. Александр Иванов привез 8 тонн кислорода из Нерюнгри. Водитель обращает внимание на то, что, несмотря на спешку, нужно водить осторожно. Главная задача – привезти груз в целости и сохранности. Спешить надо, но торопиться не нужно, нужно доехать конкретно, чтобы ничего не случилось. Наша задача, чтобы... Главное не трясти, никаких резких движений, чтобы все было плавно, чтобы там ни в кочку не влететь нигде. Финишная прямая, грузовики на барже. Теперь в дело вступает теплоход «Механик Курчатов». Из-за сильных морозов канал быстро замерзает, поэтому судно с баржей сопровождает ледокол «Капитан Бородкин». В данный момент по кромке судового канала лед уже достигает метра, местами и 1,5 метров намерзает. Но это только именно по кромке судового канала, потому что ходим, чистим, соответственно, этот лед по кромке нарастает, намерзает, и приходится очень долго, тяжело работать. Данный рейс стал одним из последних для связки Курчатов-Бородкин. После закрытия навигации емкости с кислородом планируется доставлять наземным транспортом по зимней переправе. По окончанию навигации, соответственно, откроется переправа для маломерных грузовых автомобилей, и наши поставщики жидкого кислорода будут доставлять при необходимости такими автомобилями. Благодаря контролю и помощи правительства Республики Саха-Якутия все осуществляется, никаких рисков в настоящий момент по недостатку кислорода нет. Доставленный груз продлит срок обеспеченности столичных больниц кислородом на 8 дней. До окончательного закрытия навигации планируется привезти еще 25 тонн кислорода. Власий Сергеев, Григорий Николаев, Тяхтюр, Якутск. Бюджет Якутии, принятый во втором и окончательном чтении, сбалансирован и предусматривает все сферы жизни, в том числе и экологическую составляющую нашей республики. Так, со стороны федерального центра кратно увеличено финансирование на борьбу и профилактику лесных пожаров. Также в планах перевести часть полномочий по авиалесоохране, что значительно снимет нагрузку с республиканской казны. Кроме того, в Якутии успешно реализуется нацпроект «Экология» по региональным программам «Чистая страна», «Чистая вода», «Сохранение лесов», комплексная система обращения с ТКО. По последнему, Минэкологии Республики работает с Минприроды России в части рекультивации мусорного полигона вблизи Якутска. Ну, бюджет
стабильный и бюджет своеобразного развития. Мы в курсе, что бюджет был принят в целом социальный. Конечно, это очень важно, потому что у нас в республике есть такое понятие, как накопленный экологический ущерб. Это как бы наследие еще прошлых лет. И, соответственно, уже сейчас на это стали обращать внимание. И нацпроект экологии как раз многие такие вопросы расставляет. В частности, тот же полигон, надо было учесть много мерзлотных факторов, которые только у нас на территории Якутии и вот таких регионах надо учитывать. И, в принципе, мы постепенно это идет. Конечно, общественность хотела, чтобы все быстрее делалось, но есть закон, есть правила, требования, и они довольно сложные и жесткие в плане экологических требований. Ветераны боевых действий и люди, зарегистрированные в месте традиционного проживания коренных малочисленных народов, освобождены от налога на один вид транспорта по выбору. Это автомобиль, автобус, мотоцикл или мотороллер. Поправки в закон о налоговой политике приняты в окончательном чтении народными депутатами Госсобрания Илтумен. Льгота начнет действовать со следующего года. Якутия – один из немногих регионов страны, где приняли такие налоговые льготы. Эту инициативу на рассмотрение внес глава республики Айсен Николаев, и его поддержали парламентарии. И мы рады, что голос народных депутатов услышан, голос ветеранов боевых действий. И глава республики внес этот закон на рассмотрение, поддержал. И теперь будут освобождаться ветераны боевых действий от налогообложения. Но это касается одного вида транспорта. Готовность высокая. Новый детский сад возводят в Гагаринском округе столицы. Здание позволит разместить 240 воспитанников. Помимо традиционных групп, в нем будет физкультурный зал, медкабинет, пищеблок и прачечная. Большую территорию вокруг благоустроили. Там же сделали беседки для летних прогулок детей. Когда планируют ввести объект в эксплуатацию, об этом подробнее расскажет моя коллега Мадина Халикова. Она сейчас присоединяется к эфиру. Мадина, здравствуй. Расскажи, когда же откроет двери этот детсад и какие работы осталось завершить подрядчикам? Да, Сергей, здравствуй. Мы сейчас действительно находимся в Гагаринском округе на улице Кузьмина, 25, где возводят этот прекрасный детский сад, трехэтажное здание, уже практически на финальной стадии. Я вам хочу сейчас показать, как здесь обустраивают кабинеты. Вот, например, здесь уже стоят такое нововведение. Не каждый детский сад этим может похвастаться. Это сушильные шкафчики с электрической сушкой, поэтому дети смогут здесь высушить свои вещи. Собственно, очень такие интересные моменты. Также вот сейчас вы можете видеть здесь цветные коридоры, все очень мило и, как полагается, для детей очень забавно. И со мной сейчас рядом находится Аял Колескин, это представитель службы государственного заказчика, и он подробнее нам расскажет об этом детском саде. Здравствуйте, Аял. Здравствуйте. Ну, ждем от вас подробностей по этому детскому саду. В рамках нацпроекта «Демография» завершается строительство детского сада на 240 мест. Включены 12 групп, в том числе и ясельная. Стройготовность у нас сейчас 95%. Завершаются строительно-монтажные работы. И начались сборка оборудования. Ну, также покраска идет. Конечно, да. Покраска уже почти завершена. И уже собираем мебель. Спасибо большое. Но в конце месяца уже должны его сдать с полной строительной готовностью. Завершена фасадная отделка. На территории построили 12 площадок для каждой группы. Сюда смогут ходить дети ясельного возраста от 1,5 лет. Так вообще в Якутии строится 8 детских садов, 5 из них по нацпроекту «Демография». Поэтому совсем скоро множество ребятишек смогут пойти в новые детские сады. Ну а пока на этом у меня вся информация. Подробнее расскажем в следующих выпусках новостей. Сергей. Ну что ж, будем ждать открытия. Мадина, спасибо. А я напомню об открытии нового детского сада в Гагаринском округе. Нам рассказала наш корреспондент Мадина Халикова. А мы идем далее. Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить шахты в 10 угледобывающих регионах. Об этом он сообщил на совещании у президента Владимира Путина. Под проверку попадут шахты в Коми, Якутии, Тыве, Приморском и Хабаровском краях, Самарской, Сахалинской, Ростовской, Челябинской областях и на Чукотке.
Напомню, проверки связаны со взрывом на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. По числу жертв это ЧП стало крупнейшим на российских шахтах за последние 11 лет. Прокуроры возбудили 25 административных дел в отношении руководства шахты «Листвяжной». Ну а после вмешательства якутской прокуратуры более 30,5 миллионов рублей долгов по зарплате выплатили золотодобытчикам. Установлено, что общество с ограниченной ответственностью ФГМ «Технология» имеет задолженность по заработной плате перед работниками на сумму более 30,5 миллионов рублей. В целях защиты нарушенных прав граждан прокуратура внесла в адрес руководителя предприятия представление, обратилась в интересах работников в суд о взыскании задолженности по заработной плате. Кроме того, направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по оплате труда перед работниками погашена в полном объеме, и их права восстановлены. Уголовное дело, возбужденное следственными органами по части 2 статьи 145 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, находится на стадии расследования и контроля прокуратуры Республики Саха-Якутия. Кроме того, прокуратура республики взяла на контроль проверку по факту отравления угарным газом 10 человек, в том числе 6 детей в селе Тюбятце Намского района. Предварительно установлено, что все пострадавшие проживают в одном частном доме, где при аварийном отключении электроэнергии был подключен бензогенератор, в результате выхлопов которого произошло отравление угарным газом. В настоящее время все 10 человек находятся в учреждении здравоохранения и проходят соответствующее лечение. В ходе проверки прокуратура даст оценку причинам и условиям, которые привели к данному происшествию, обеспечению законодательства об электроэнергетике и другим вопросам. По результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования. На контроле прокуратуры также находится процессуальная проверка по данному факту. Мощный ураганный ветер повалил десятки деревьев и вызвал на море высокие волны, затопившие улицы Сочи. На кадрах можно увидеть, как волны захлестывают прибрежную зону. Кроме того, затопленными оказались некоторые улицы города. Штормовое предупреждение было объявлено в Сочи до утра 1 декабря. Жители города, руководители соцучреждений и объектов санаторно-курортной отрасли заранее предупредили об ухудшении погодных условий. Спасатели призвали людей не отдыхать у моря, не парковать автомобили под деревьями, рекламными щитами и шаткими конструкциями. Как заявили в гидрометцентре, скорость ветра достигала 33 метров в секунду, а пострадавших не сообщается. Сильнейшие дожди привели к неожиданному наводнению во втором по значимости городе Колумбии, рассказывает Роман Чурик. Размытые дороги, мосты и море грязи. Второй по значимости город Колумбии, Медельин, оправляется после сильнейшего наводнения. Из-за непрекращающихся дождей из берегов вышла река Порсе, пересекающая населенный пункт, а заодно принесла грязь с близлежащих холмов. Поток жижи увлек за собой легковые машины, грузовики, автобусы. Затоплены дома. Погибших, по последним данным, нет. Мэр города рассказывает чудесные истории спасения. Одна мать перекинула своих детей через забор, потому что они тонули. Они получили небольшие ссадины, но чувствуют себя хорошо. В другой семье отец нырнул в грязные воды, чтобы спасти сына. Мужчина незначительно пострадал, а ребенка вытащили из воды соседи. Власти говорят, что на устранение последствий непогоды уйдут недели. Сейчас обсуждается, как именно город поможет пострадавшим. Женская теннисная ассоциация отменяет все турниры в Китае на фоне скандала с исчезновением спортсменки. Женщина обвинила высокопоставленного чиновника в сексуальных домогательствах, а после о ее судьбе ничего не было известно несколько недель. Женская теннисная ассоциация приостанавливает проведение всех соревнований в Китае. Это решение принято после громкого скандала с исчезновением теннисистки Пэн Шуай. Ранее двукратная победительница турниров серии «Большого шлема» обвинила высокопоставленного чиновника КНР Джана Гуали в сексуальных домогательствах. После этого заявления спортсменка перестала выходить на связь 3 недели, а о ее судьбе ничего не было известно. В итоге, судя по фотографиям и видео в государственных СМИ, Пэн Шуай появилась на публике и даже поговорила с главой Международного олимпийского комитета
президента Томасом Бахом, заверив, что с ней все в порядке. Правда, это не развеяло опасений женской ассоциации. «Не понимаю, как я сохраню самоуважение и буду просить теннисисток соревноваться там, где Пэн Шуай не разрешают свободно говорить, там, где на нее, похоже, оказывают давление, чтобы получить опровержение обвинений в сексуальном насилии», заявил глава организации Стив Саймон. Также он отметил, что в такой ситуации обеспокоены рисками, с которыми могут столкнуться другие игроки. Китайский МИД, комментируя отмену турниров, заявил, что всегда выступает решительно против политизации спортивных мероприятий. Решение женской теннисной организации поддержали многие спортсмены, но оно может дорого обойтись, буквально. Организация рискует лишиться сотен миллионов долларов, предусмотренных контрактами на телетрансляцию матчей и спонсорство. И еще до новости из Китая состоялась церемония запуска скоростного железнодорожного маршрута между Лаосом и юго-западом Китая. Проект, который является частью трансконтинентальной инициативы председателя КНР Цин Цзиньпина «Пояс и путь», реализован преимущественно на деньги китайских инвесторов. Стоимость проекта около 8 миллиардов долларов. Он предполагает создание трансконтинентальных транспортных коридоров, которые свяжут Европу, Азию и не только их. Китайской стороне принадлежит 70% капитала совместного предприятия. Телевидение Лаоса вело прямую трансляцию мероприятия, одним из пунктов которого стал обряд освящения, проведенный буддийскими монахами. В Таиланде ветеринары провели операцию трехмесячному слоненку, который едва не скончался из-за браконьеров. Далее подробности спасательной операции. Ветеринары в Таиланде спасли трехмесячного слоненка, который стал жертвой браконьеров. Обессиленное животное с огнестрельными ранениями и рваные раны от капкана нашли местные жители в провинции Чонбури. Малышка перенесла первую операцию, во время которой из ее левого плеча извлекли несколько фрагментов пули. Правда, потребуется еще одна, чтобы убрать оставшиеся осколки. Ветеринары говорят, что им надо как можно скорее вылечить и травмированную ступню, иначе из-за неравномерной нагрузки это негативно отразится на здоровой ноге. Мне жаль ее. Я прошу людей прекратить использовать капканы, потому что это жестокий способ убийства животных. Это касается не только слонов, но и других животных, таких как олени. Они будут мучиться от травм несколько недель или месяцев. Происходит заражение, и они умирают медленной смертью. В дикой природе этот слоненок не выжил бы без своей матери. Это все дело рук людей. Сейчас малышка, которой дали имя Фахсай, проходит реабилитацию в тропическом саду Нонкнуч, где находится слоновья ферма. Здесь есть слонихи, которые смогут поделиться с ней молоком, а как только она полностью поправится, Фахсай найдут приемную мать. Охотники из Казахстана продолжают традиции предков. Под Алматой прошло состязание ловчих птиц. Подробности прямо сейчас. Заснеженные холмы южного Казахстана и яркое, почти зимнее солнце. Вот так видят этот мир кыраны. В Казахстане так называют беркутов. Неподалеку от Алматы прошел турнир «Сонар-2021». Это состязание ловчих птиц. Со всего Казахстана приехали десятки участников с соколами, ястребами и орлами. Главные же гости традиционного для Средней Азии соревнования – это большие беркуты. В Казахстане этих птиц называют «золотыми орлами». Они же символ страны, изображенный на ее флаге. Эти хищники – прирожденные охотники, могут за секунду разделаться не только с мелкими грызунами и зайцами, но и с лисами. Для этого нужна длительная дрессировка, а еще идеальное взаимопонимание с хозяином. Это вид искусства больше считается, чем охота. То есть ты с ружьем можешь там добыть намного больше дичи, а тут беркут надо все время тренировать, ухаживать, выбирать удобные позиции для охоты. Искусство дрессировки и взаимодействия с птицей в Казахстане веками передается из поколения в поколение. Однако молодые люди интересуются этим все меньше. Традиции предков, они продолжают это искусство. Больше, не знаю, развлекается иногда молодежь, но потом бросает быстро. Которые именно сейчас более 10-20 лет занимаются, они которые предки занимались этим искусством, сейчас внуки, правнуки уже с этим продолжают. Для охотника Руслана, впрочем, никогда не было вопроса, заниматься ли дрессировкой и разведением ловчих. Это инстинкт самосохранения. Мы должны чтить традиции и свою самобытность, говорит он.
Возвращаемся в Россию. Сегодня в стране отмечают День юриста. Юриспруденция – древняя наука, поэтому День юриста существовал еще в дореволюционной России. В 1864 году 3 декабря были впервые приняты судебные уставы, а в современной России праздник отмечается 13-й раз. В Якутии высшее юридическое образование берет свое начало с 1982 года. У его истоков стоял профессор Михаил Федоров. Далее, 26 апреля 2000 года в Якутском госуниверситете был создан юридический факультет. Ежегодно из стен факультета выпускают 140 юристов. Среди них есть видные руководители, известные юристы и прокуроры. В этом учебном году на очном и заочном отделении обучаются более 900 студентов. На факультете 6 кафедр, которые активно работают. И я хотел бы отметить, что сегодня мы гордимся своими выпускниками. Ежегодно порядка 80-100 выпускников, а если с заочниками порядка 140 выпускников. Ну и среди наших выпускников много известных людей. Та же Ольга Валерьевна Балабкина, Сергей Васильевич Местников. Они, значит, являются заместителями председателя правительства. Любовь Летучих является председателем Верховного суда Республики Саха-Якутия. Поэтому сегодня, в День юриста, я хотел бы от имени Якутского регионального отделения Ассоциации юристов, от имени моих коллег по юридическому факультету СВФУ горячо и сердечно поздравить наших выпускников, всех наших коллег-юристов с нашим профессиональным праздником. О том, какими еще датами знаменателен этот день, 3 декабря, расскажем в рубрике «Даты и события». На календаре 3 декабря. Сегодня отмечают Всемирный день компьютерной графики, День неизвестного солдата, День юриста, Международный день инвалидов, Международный день борьбы с пестицидами. По народному календарю эта дата посвящена памяти святителя Прокла Константинопольского, патриарха. В этот день в старину люди проклинали нечистую силу, которая уходила под землю и пряталась там от морозов. К этому празднику зачастую дорога высыхала после осенних дождей и покрывалась снегом. Люди возобновляли поездки на санях между населенными пунктами. Считалось, что дети, рожденные в этот день, становились хорошими мастерами. События в этот день. В Англию из Колумбии впервые был завезен картофель. Была основана Петровская земледельческая и лесная академия, ныне Московская сельскохозяйственная академия имени Тимирязева. В 1966 году у Кремлевской стены были погребены останки неизвестного солдата. В госпитале Грудшут, ЮАР, проведена первая в истории медицины операция по пересадке сердца. Профессор Кристиан Барнард трансплантировал сердце смертельно раненой 25-летней женщины 55-летнему больному. В 1992 году была отправлена первое СМС-сообщение. Сборная России по теннису выиграла Кубок Дэвиса 2006 года. В этот день родились Роланд Хилл, английский изобретатель и реформатор, создатель современной почты. Михаил Кошкин, советский конструктор танков. Нино Ротта, итальянский композитор. Нина Дорошина, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Оззи Осборн, британский рок-музыкант, певец, участник группы Black Sabbath. Джулианна Мур, американская актриса, лауреат премии «Оскар». Игорь Ларионов, советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион. Именины сегодня отмечают Ян, Эмиль, Остап, Николай, Макар, Иосиф, Илларион, Иван, Емельян, Денис, Демьян, Григорий, Вальдемар, Владимир, Василий, Арсений, Анатолий, Алексей, Александр, Азат, Фёкла, Татьяна, Анна. Самая, пожалуй, значимая дата сегодня – это День неизвестного солдата. Именно 3 декабря, как правило, проводятся захоронения останков неизвестных солдат, павших в боях, которые продолжают находить на местах больших и маленьких сражений Великой Отечественной. Также традиционно в этот день возлагают цветы к мемориалам и памятникам. Какие мероприятия проходят в столице нашего региона, расскажет наш корреспондент Дмитрий Тымыров.
Коллеги, добрый день. Сейчас мы находимся на 202-м микрорайоне. Это у нас площадь Победы. Сегодня действительно знаменательное событие для многих россиян, для тех, кто причастен к защите Родины, и для тех, чья жизнь связана с войнами и так далее. В эти минуты здесь сотрудники Общероссийского народного движения ОНФ проводят возложение цветов, и в рамках этого дня будет проводиться ряд мероприятий. Более подробно об этом нам расскажет сейчас Валерий Алексеевич, это руководитель Общероссийского народного движения ОНФ у нас в регионе. Валерий Алексеевич, здравствуйте. Расскажите вообще, какие мероприятия сегодня будут проводиться в рамках этого дня? Вы знаете, это день скорби и памяти. Солдат неизвестный был и на Великой Отечественной войне. Неизвестных солдат много, пропавших без вести, и были в военных конфликтах в Афганистане, Чечне, других военных конфликтах. И вот сегодня мы решили память отметить, что мы помним эту дату, мы помним подвиг их, и возложить цветы к вечному огню, к памятнику ветеранам боевых действий. И самое важное, что сегодня у нас именно делает это молодежка ОНФ. Молодые ребята, мы просто своими действиями показываем, что эта память для нас очень важна. Хорошо. Ну и вот, собственно говоря, сейчас специалисты и общественники будут возлагать цветы. Вот они подходят, получается, к вечному огню и чтят память тех, кто сразился и защищал честь нашей Родины. Ну а далее сотрудники и общественники пойдут уже к памятнику павших ветеранов в афганской войне, которые находятся уже по ту сторону дороги у часовни. Вот такая информация на сегодня. Слово передаю судье. Диме, спасибо, но мы двигаемся дальше. В Якутск приехал повар без желудка для того, чтобы провести кулинарный мастер-класс для онкопациентов. Все подробности у нашего корреспондента. Никита Полуда, известный как повар без желудка и основатель сайта «Онкодиета», объединил тысячи людей с онкодиагнозом. Сам Никита начал ездить по России с мастер-классами. Казань, Йошкар-Ола, и теперь очередь дошла и до Якутска. Специально для якутян, пациентов программы «Антирак. Поддержка выживших», Никита Полуда разработал несколько рецептов, которые можно приготовить для них из местной продукции. Для того, чтобы людям было интересно, готовить из разных продуктов. Вот, например, сегодня я первый раз буду готовить на кумысе омлет. Мне самому интересно, что получится. Потом будут у нас из местные продукта национального, там, скажем, специалитета. Это будут у нас ежики из оленины. В 2018 году у Никиты Полуда обнаружили рак. Вариант был один – удалить желудок и пройти 6 курсов химиотерапии. Находясь на больничной койке, сразу после операции он начал искать информацию о питании для людей с таким видом онкологии, но ничего не нашел и принял решение зарегистрировать портал «Онкодиета». Сайт позиционирует себя как базу знаний. Там публикуются рецепты, статьи врачей-онкологов и диетологов, ответы на вопросы и советы онкопациентам. Проект «Онкодиета» – это смесь блога, фейсбука и сайта. То есть это большое такое мероприятие. На многих платформах я их специально веду, потому что люди в разных платформах могут общаться и удобной для них среде. Потому что люди, которые в Инстаграме, они не сидят в Фейсбуке. Кто сидит в Фейсбуке, не сидят в Инстаграме в основном. И поэтому, чтобы охватить полную аудиторию, я решил создать везде. Данный мастер-класс – лишь промежуточный этап из цикла мероприятий портала «Онкодиета». Как говорит сам Никита Полуда, раннего обнаружения рака желудка практически не существует. Информация, которой Полуда делится на своем сайте, помогает очень многим людям в сложной ситуации. Валерия Наумова, Павел Пахомов, Якутск. В Москве открылась ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн» номер 23. К открытию входа собралась небольшая очередь. Все в масках с QR-кодами и билетами, купленными онлайн на сайте фестиваля. Иначе на книжное пиршество в гостином дворе не попасть.
А там встречают сразу сплошь хорошие новости. И первая, нонфикшн номер 23, теперь будет проходить дважды в год, осенью и весной. Гостей ярмарки встречают внушительного размера стенды, на которых разместились лучшие книги этого года, отобранные экспертным советом. Чтобы просмотреть все 243 книги взрослого топ-листа, 58 книг детского топ-листа, 53 книги особого детства, а еще 33 лучших издания комиксов и графических романов, понадобится минимум полчаса. А на крупнейшей игровой площадке Steam вышла новая игра от компании Myton и Fantastic. Релиз стал хитом продаж в первый день выхода. Игра попала на главную страницу площадки и была признана как самая популярная и продаваемая новинка. Prop Night, так называется новый хит, представляет собой симметричную онлайн-игру на выживание. 4 подростка, живущие в небольшом провинциальном городке, должны пережить нападение маньяка, прячась и уворачиваясь от него, попутно перевоплощаясь в предметы. Цель выживших – сбежать с игровой карты. Цель маньяка – поймать других игроков, не дав им уйти. Все эти погони происходят на фоне локаций, напоминающих классические американские подростковые хорроры. Через 3 часа после того, как Prop Night стала доступна к продаже в Steam, игра вошла в топ-5 самых продаваемых игр в разных странах, а затем возглавила рейтинг. Алданские студенты тем временем погрузились в историю Якутии, побывав на просмотре истерна якутского режиссера «Холодное золото». Массовые выходы в кинотеатр были организованы в рамках патриотического воспитания. Впечатлениями от картины ребята поделились с Татьяной Вахниной. Несмотря на полуденное время, в фойе кинотеатра оживленно. На дневной сеанс пришли студенты Алданского политехникума. Массовый просмотр картины якутского режиссера Петра Хики «Холодное золото» был организован в рамках патриотического воспитания. Наша молодежь должна знать, в каких условиях жили в то время, какие были чекисты, кто снимался. Потом этих товарищей, которые у нас снимались в кино, мы хотим пригласить еще на классный час и тоже с ними поговорить. Фильм «Холодное золото» уже посмотрели учащиеся первых и вторых курсов. Сегодня в кинотеатр пришли старшекурсники. А всего на 3 сеансах, заказанных и оплаченных техникумом, побывали более 200 человек. Они должны знать, какой кровью добывалось все то, чем сейчас мы пользуемся и чем сейчас мы живем. Фильм, безусловно, показывает, насколько история нашей страны трагична. И рассказывать им об этом, показывать им нужно обязательно. «Холодное золото» для просмотра было выбрано не случайно. Во-первых, основанный на реальных событиях фильм отражает историю военной поры. В Якутии тогда бесчинствовали многочисленные криминальные банды. Во-вторых, роли в фильме исполняют алданские актеры. Сыгравший снайпера НКВД Алексей Седунок является выпускником политехникума. Учился в торгруппе технического обслуживания, ремонта автомобильного транспорта. Но когда он учился, он был немножко активным только внутри техникума. Мы даже не ожидали, что он будет сниматься в таком фильме такого масштаба. Групповые просмотры фильма кураторы назвали возрождением традиции советского времени, когда походы в кино были обязательной составляющей воспитательной работы. Студенты же получили массу впечатлений, как от коллективного выхода в свет, так и непосредственно от картины. Очень много моментов, актеры хорошие мне понравились. Ну и то, что основано на реальных событиях, вот это больше всего, я думаю, затронуло меня. Я считаю, это очень здорово. То есть мы обогащаем как бы себя и также в обществе вот как-то взаимодействуем с обществом. Это очень классно. В ближайшее время преподаватели планируют еще один организованный выход в кинотеатр. Студенты посмотрят фильм «Небо», повествующий о военных летчиках в Сирии. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. В декабре жители Якутии получают право собственноручно срубить елку для семейного торжества. Минэкология региона разъясняет заготовки новогодних елей. Так, срубать деревья для новогодних праздников можно на лесных участках, подлежащих расчистке. Это минерализованные полосы, противопожарные разрывы вдоль дорог, линии электропередач и так далее. Таким образом, это не несет природе вред. Для заготовки ели граждане могут обратиться в ближайшее лесничество для заключения договора купли-продажи. Ограничений по количеству елей нет, однако важно подчеркнуть,
Использовать вырубленные деревья можно только для собственных нужд. Продажа и реализация запрещается. Плата за одну елку в зависимости от высоты дерева составляет от 45 до 266 рублей за штуку. За незаконно срубленную ель или сосну гражданину грозит административный штраф. При незаконной продаже новогодних елей штраф может дойти до 100 тысяч рублей. Если ущерб превысит 5000 рублей, будет возбуждено уголовное дело. Впрочем, большинство россиян, согласно статистике, в последние годы предпочитают наряжать искусственные елки. Преимуществ перед живым деревом у них больше, но и тут могут быть свои подводные камни. О том, как выбрать новогоднюю зеленую красавицу из пластика, все узнал мой коллега. Сегодня правильно выбрать искусственную елку не так-то просто. Выбор очень велик. Главное определиться со своими пожеланиями. Размер, оттенок, степень пушистости, с шишками или с гирляндами. На любой вкус. В целом, те, кто предпочитает искусственную елку, теряют лишь неповторимый хвойный аромат. Преимуществ же гораздо больше. Это не нужно переживать, что елка доживет до главной ночи или облысеет. Ее можно оставить или убрать в любое время. Она простоит в неизменном виде хоть до весны. Вам не придется каждый год бегать по морозу в поисках зеленой красавицы. Достаточно просто достать ее из коробки. И также искусственная елка не осыпается, а значит, ежедневно пылесосить и подметать тоже не нужно. Вот ряд преимуществ искусственной елки. При этом важно помнить о безопасности. При выборе зеленой красавицы обязательно потребуйте ее документы. Качественная елочка должна иметь сертификат соответствия. На товарах должна содержаться необходимая информация, то есть дата изготовления, правила эксплуатации. Также должна быть информация о пожарной безопасности, так как мы практически всегда используем гирлянды электрические. Материал, из которого изготовлена новогодняя елка, должен быть огнеустойчивым. Перед покупкой новогодней гости необходимо определить место, где она будет стоять, ведь от ее размера зависит пространство в вашем доме или квартире. Также важный пункт – сама конструкция елки. От этого зависит то, как вы ее дальше будете хранить, ее фиксация и ваша безопасность. Существует 3 вида крепления веток. Рассмотрим плюсы и минусы каждого. Первое – это на крючках. Каждая веточка крепится к стволу отдельно в соответствии с цветовой схемой. Преимущество этого способа в компактном хранении елки. Недостаток – самое долгое время сборки. Второе. На шарнирах. Достаточно перевернуть елку в правильную сторону, и веточки сами откроются по принципу зонтика. Плюс такого варианта в скорости установки и сбора. Минус в недолговечности конструкции по сравнению с крючками. И третье. Отгибающиеся. Веточки уже прикреплены к стволу толстой проволокой. Остается их только отогнуть вручную, придать им нужную форму и расправить. Преимущество конструкции в простоте и возможности изменять наклон веток. Недостаток в продолжительном времени сборки и неприятных ощущениях, если хвоя слишком колючая. Такую елку лучше собирать в перчатках. Далее надо определиться с иголками и материалом изготовления искусственных елок. Это может быть ПВХ, леска, с литой хвоей и оптоволокном. Рассмотрим каждый из них. Елка с хвоей из ПВХ. В маркировке может обозначаться как ПВХ, мягкая хвоя или пленка. Это самый распространенный вид елок. Иголочки делают по принципу мишуры из тонко нарезанных ленточек поливинилхлоридной пленки. У основания веточки добавляют мишуру поменьше коричневого цвета, чтобы создать ощущение натуральности. Главные плюсы такой елки – она мягкая на ощупь, и на нее легко вешать новогодние игрушки. Елка с хвоей из лески. Тонкие хвоинки больше похожи на сосновые, чем на еловые. Иголочки из лески длинные, плотные и несгибаемые, в сечении круглые. У основания веточки обычно проходит коричневая ПВХ-пленка, имитирующая древесину. Главное достоинство таких елок – невысокая цена. Однако они меньше всего похожи на натуральные. Недостаток хвои из лески в том, что она колючая и жесткая.
Елка с литой хвоей. Самый натуральный, но и самый дорогой вариант. Хвоя у такой ели короткая, упругая, иногда чуть загнутая, совсем как у настоящей. Изготавливает ее методом прессовки из полиэтилена или специальной плотной резины. Иголочки получаются объемными, упругими, толстыми у основания и заостренными на конце. В то же время они достаточно мягкие, ими не поцарапаешься, пока собираешь и наряжаешь елку. Елка с хвоей из оптоволокна. Плюс оптоволоконной ели в том, что ей не нужна гирлянда. Она подключается к сети, и хвоинки светятся разноцветными огнями. Игрушек тоже может быть минимум. Елка вполне самодостаточна. Однако недостаток в том, что иголки у нее жесткие и нереалистичные. Да и вариантов декора у такой елки меньше, чем у классической. Однако необходимо помнить, в Канаде ученые пришли к выводу, что пластмассовые зеленые красавицы могут навредить здоровью, особенно мужскому. Дело в том, что материалы, из которых делают новогодние деревья, чаще всего это поливинилхлорид, ПВХ, токсичны. Они выделяют газы, раздражающие слизистые, и еще имеют в своем составе тяжелые металлы, говорит профессор университета Саймона Брюс Ленфер. Их используют для придания пожаропрочности. Эти металлы выделяют фталаты, которые пагубно влияют на организм человека. Поэтому специалисты Роспотребнадзора советуют принюхиваться к искусственным елкам перед покупкой, чтобы предостеречь себя и свою семью от некачественного товара, из-за которого могут быть серьезные последствия на здоровье. Допускается наличие такого характерного запаха пластмассы, пластика, но если же имеется какой-то едкий такой химический запах, следует воздержаться от такой покупки. Впрочем, российские химики подтверждают токсичность ПВХ, добавляют: вдыхать пары от ненатуральной лесной красавицы не намного опаснее, чем ходить по загазованному городу. Также специалисты напоминают правила эксплуатации искусственных елок. Это поможет сделать вашу искусственную елочку абсолютно безопасной. Сразу после покупки не заносите ее домой, а хотя бы на пару дней оставьте на свежем воздухе, например, на балконе, чтобы вредные вещества улетучились. Перед установкой искусственное деревце нужно промыть и просушить, и только потом украшать. Водные процедуры стоит повторить и после того, как с него сняли игрушки. Хранить елку лучше в картонной коробке, в темном месте. В праздники же ее следует размещать подальше от батареи. И напоследок рассмотрим сроки хранения этих самых искусственных елок. Так, елка из ПВХ будет вам служить максимум 5 лет, елки из лески 15 лет, елки с литой хвоей и оптоволоконные 10 лет. При этом новогоднюю красавицу не обязательно везти из леса или покупать в магазине. Елочку можно сделать из подручных средств, своими руками. Полет фантазии людей не ограничен. Оказалось, что елки бывают дизайнерскими и креативными, порой неожиданными и даже забавными. Главное, что елочка в доме есть, а значит, праздник придет и в ваш дом. Продолжаем тему. Почта России запустила новогоднюю почту для писем Деду Морозу в своих отделениях, а также на городских культурных площадках, в музеях, выставочных центрах, на центральных площадях. Отпустить письмо с желанием в специально оформленный к празднику почтовый ящик уже можно. Почта заработала с 1 декабря и будет принимать письма вплоть до 31-го. Сотрудники почты будут ежедневно сортировать новогодние послания и направлять их в резиденцию Деда Мороза. В прошлом году Почта России доставила в Великий Устюг свыше 220 тысяч писем с заветными желаниями детей и взрослых. Ну а сам Дед Мороз покинул свою резиденцию в Великом Устюге, чтобы рассказать журналистам, какие пожелания у современных детей и их родителей. Маленький человечек слепок взрослого, правильно? Вот. Ну, что там эти, как их? Дурацкое слово такое, гаджеты просит. Вот. Игрушки, они только меняются. Становятся более такие кибернетико-электрические. Вот. А так куклы, конфеты, ну, все, что родители. А родители все кредит да кредит. Квартирку просят в Москве или в Петербурге. Вот я, как будто я строитель. Всероссийский фестиваль «Зима» начинается с Якутии, одно из ключевых мероприятий событийного туризма в стране. В Якутске, в ледовом парке «Северное сияние» на 202-м микрорайоне завершился 6-й открытый городской конкурс ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии». Несмотря на холодную погоду, работы не прекращались. Прямо сейчас с нами на прямую связь выходит наш корреспондент Валерия Наумова. Валерия, приветствую. Расскажи, не замерзла ли ты?
Да, Сергей, здравствуй. Действительно, погода шепчет, но несмотря на то, что на термометре минус 31 градус, в парке работы не прекращаются ни на минуту. И из-за этого тут теплая атмосфера. Все выглядит очень сказочно. Расскажи про сам конкурс. Ну и, конечно, покажи, пожалуйста, поближе некоторые скульптуры. Да, сейчас расскажу подробнее. Сегодня, в этом году, в конкурсе участвовали 20 человек, которые представляли 8 улусов республики. Ну а более подробнее про фестиваль и конкурс нам расскажет Алексей Демьянов. Это директор парка «Северное сияние». Алексей Прокопьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Да, конечно, расскажу. Конкурс у нас проходил в 3 этапа. Это, получается, у нас мы проводим конкурс совместно с Управлением культуры и духовного развития. Первый этап, это у нас блиц-турнир проходил на площади Орджоникидзе. Участвовало 20 команд. Потом 2 этапа у нас здесь, в Ледовом парке. У нас Ледовый парк в этом году отмечает юбилей. 10 лет работаем с 2011 года. По ледовым скульптурам в этом году у нас прошел на очень интересную тему по мотивам современного кино. Работы получились отличные, персонажи из фильмов, начиная от Чаплина, заканчивая до Джека Воробья. Будет интересно нашим гостям. По снегу у нас конкурс прошел на тему «100 лет Я СССР». А расскажите подробнее про скульптуру, которая заняла первое место. Вчера было подведение итогов. Да, у нас скульптура победила команда с Верхневилюйска. Петров Николай со скульптурой «Джек Воробей. Пираты Карибского моря». Это же ведь был у вас 10-й юбилейный фестиваль. Может быть, на следующий год вы уже какие-то продумали фишки? С каждым годом мы стараемся, развиваемся, наш парк с каждым годом становится все больше. В этом году у нас, так как юбилейные планы тоже масштабные, получается, в этом году разделим по группам. У нас это место, где детское место будет, где установим маленькие горки. Маленькие горки будут для наших маленьких посетителей. И у нас в этом году парк, в прошлом году самая длинная горка на Дальнем Востоке была. И этот рубеж тоже хотим перешагнуть. И в этом году горка у нас будет на целых 200 метров. Замечательно, замечательно. Благодарю вас большое за информацию. Ну а я хочу напомнить, что организаторы данного парка планируют уже к Новому году открыть свои двери для всех горожан. Но это пока информация только предположительная. Но более подробную картину я расскажу вам чуть позже, наверное, в вечерних выпусках. Сергей, передаю вам слово. Лера, спасибо. Ну что ж, ждем тебя в нашей теплой студии с дополнительной информацией. Я напомню, это была Валерия Наумова. Она рассказала о конкурсе ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии». Международный чемпионат по традиционному оленеводству планируют провести в 2023 году в поселке Черске Нижнеколымского района. Об этом сообщил первый замминистра по развитию Арктики и делам народов Севера Якутии Сергей Неустроев. Фестиваль пройдет в Черском, специально оборудованном этностойбище, сказал он. Неустроев отметил, что в соревнованиях примут участие представители 10 стран, в которых существует оленеводство. И в завершении выпуска коротко о погоде сегодня в крупных городах Якутии. В Алдане возможен снег, температура воздуха минус 29 градусов, ближе к ночи ожидается минус 25, порывы ветра достигнут 6 метров в секунду. В Нерюнгри тоже пройдет снег и минус 27. Давление составляет 692 миллиметра ртутного столба. Ближайшей ночью температура воздуха составит минус 31 градус. В Ленске сегодня минус 23 и тоже осадки. К ночке резко потеплеет и столбики термометра поднимутся до минус 8 градусов. Ветер от 2 до 4 метров в секунду. В Мирном снежная погода, температура воздуха минус 32 градуса, ночью потеплеет до минус 21. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба.
И в столице республики сегодня днем пасмурно, минус 31 градус, вечером столбики термометров опустятся до минус 35, ночью до минус 38. Ветер от 3 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление составляет 747 миллиметров ртутного столба. К этому часу это все новости. Спасибо, что это время вы провели вместе с нами. Всего доброго и до свидания.